Всем привет! Сегодня с вами пожарная кухня, и мы будем готовить традиционные осетинские пироги. У оливок пирог с сыром, сахараджин со свекольной ботвой и с осетинским сыром, и пирог с картошкой картофчин. Для теста нам понадобится мука, сахар, сухие дрожжи, подсолнечное масло и соль. В муке мы делаем углубление, посыпаем туда дрожжи сухие, немного сахара и соль. И добавляем горячую воду. Даем немного постоять и начинаем замешивать рукой. Тесто должно получиться не слишком крутое и не слишком мягкое. Когда у нас мука полностью растворилась, мы добавляем подсолнечное масло. Дальше также замешиваем тесто, пока полностью не впитается подсолнечное масло. Тесто у нас готово. Накрываем крышкой и оставляем в теплом месте, для того, чтобы оно настоялось. Дальше мы готовим начинку. Начинка первого пирога у нас будет из традиционного осетинского сыра. Мы перед тем, как его проминать, мы его пропустили через мясорубку. Вот такой консистенции она у нас будет. Теперь нам надо ее хорошенечко замешать. Сыр у нас достаточно соленый, поэтому соль мы добавлять не будем. Когда она стала достаточно мягкой, мы достаем небольшой круг, небольшую массу и делаем вот такой круг. Часть сыра у нас пойдет на начинку из свекольной ботвы и из картошки. Дальше мы берем свекольную ботву, чистую, промытую, и очень-очень тоненько нарезаем. Теперь замешиваем начинку со свекольной ботвой. Здесь у нас осетинский сыр, добавляем его к свекольной ботве. Здесь заранее мы еще нарезали укроп, свежий лук и немного кинзы для вкуса. Теперь это все нам нужно хорошенечко промять. Также формируем шарик. Мы готовим начинку для пирога из картошки картофчин. Для этого нам понадобится отварной картофель. Сюда мы уже добавили сыр осетинский и будем его замешивать. После тщательного замешивания мы также формируем шарик. Тесто у нас подошло, поэтому приступаем к формированию самих пирогов. Для этого нам нужна мука, чтобы тесто не липло к нашим формочкам. А для того, чтобы тесто не липло к нашим рукам, мы берем немного подсолнечного масла и достаем шарики. Когда тесто немножко разошлось, мы посыпаем его немного мукой и немножко раскатываем. Первый пирог у нас будет со свекольной ботвой. Так, проминаем. Собираем пирог. Делаем мы это очень-очень быстро, шустро. Края мы вот так подминаем и собираем. Дальше мы формируем уже сам пирог. Аккуратно, чтобы нигде у нас пирог не порвался. Переворачиваем наш пирог. Оп. Также поставим немножко мукой и формируем. Дальше мы делаем посередине вот такое отверстие. Сегодня мы будем запекать наши пироги в печке, которая топится углями. Но в обычной жизни мы готовим их в духовке, которая разогревается максимально до 280 градусов. Итак, поехали.
пробную красную. Наш пирог со свекольной ботвой отправляется в печь. Так как в печи у нас высокая температура, пирог у нас будет готовиться максимально 3 минуты. В обычной духовке пирог запекается максимально 10-15 минут. Наш пирог готов. Достаю. Сверху пирог нужно смазать сливочным маслом. По тому же принципу мы будем готовить и остальные пироги. Вот и готовы наши традиционные осетинские пироги. С вами была я, Гергиева Илона, радиотелефонист Дегорского пожарно-спасательного гарнизона, Северная Осетия.